В якутском травмпункте началась горячая пора. Ушибы, переломы, растяжения – первые признаки скорой весны. Чаще всего обращения связаны с повреждением рук и ног. Людмила Тимощенко сломала запястье по дороге домой. Подскользнулась около речного училища, там скользко так было, упала и все. С различными травмами к врачам каждые сутки поступает до 80 человек, и 20% – это последствия падений. В ближайший месяц травматологи ожидают еще большего наплыва пациентов, особенно любителей активных видов спорта. Люди стали больше времени проводить на улице, на горках, то есть сейчас появились и спортивные травмы, связанные с активными видами спорта, то есть и с катанием на горных лыжах. Мобилизуют свои силы и инспекторы ГИБДД. Вместе с температурой растет и число аварий на дорогах. Только за последнюю неделю произошло 8 ДТП, в которых пострадали 10 человек. Причиной этой аварии стала скользкая дорога. Днем 25 января на объездном шоссе столкнулись два автомобиля. К счастью, все участники отделались лишь ушибами. В объяснении водитель указал, что асфальт был скользкий, его скорость составляла около 60 км в час, из-за чего он не справился с рулевым управлением. Так он оказался на встречной полосе движения. В момент заноса на высокой скорости машина становится практически неуправляемой. В опасный период потепления наиболее осторожными на дорогах должны быть новички. У тех людей, которые вот только отучились, да, у них реакции не хватает. И вот из-за того, что не хватает реакции, они могут попасть в дорожно-транспортное происшествие, которое приведет к травмам. И все же в последние годы отмечается тенденция к снижению травматизма. Водители стали вежливее в скользкий период, а к врачам все реже обращаются пенсионеры. По предварительным прогнозам, снегопады в Якутске ожидаются в течение всей следующей недели. Температура не будет опускаться ниже минус 30. А это значит, чтобы избежать серьезных травм, следует прежде всего не спешить в пути. Анна Лебединская, Максим Бурцев, Вести, Якутск.